Денег уже ни на что не хватает. Что стоит за заявлениями властей Таджикистана о низкой инфляции? Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого важного. Власти Таджикистана второй год говорят о беспрецедентно низкой инфляции, тогда как население жалуется, что денег из-за взлета цен не хватает даже на самое необходимое. Что происходит на самом деле? Статистическое агентство второй год отчитывается о чуть ли не рекордно низком уровне инфляции. Цены и тарифы в 2022 году, по данным этого ведомства, повысились всего на 4%. Более низкий уровень инфляции за 31 год независимости республики был зафиксирован только в 2013 году. Удивительным является тот факт, что такое чудо в условиях сложной геополитической обстановки, неопределенности и несбалансированности соотношения спроса и предложения на мировых рынках происходит на постсоветском пространстве исключительно с Таджикистаном. Ближе других на постсоветском пространстве к достижению Туркменистана находится Армения 8,3% и Грузия 9,8%. Инфляция во всех оставшихся странах региона сложилась в двухзначных цифрах. В частности, в Казахстане 20,3%, Кыргызстане 14,7%, в Узбекистане 12,3% и в России 11,9%. Примечательно, что Россия, Казахстан и Узбекистан наряду с Китаем являются главными поставщиками товаров продукции в Таджикистан, совокупная доля которых в общем объеме импорта республики составила около 75%. А Таджикистан относится к странам-потребителям. Республика, по данным антимонопольного ведомства, импортирует 10 из 19 социально значимых товаров и продукции. Тенденция медленного роста цен и тарифов в стране по данным продолжается и в текущем году. Несмотря на сравнительно высокую инфляцию в августе, по итогам 8 месяцев она составила всего 3,2%. Если цены и тарифы до конца года будут повышаться такими же невысокими темпами, инфляция по итогам года будет ниже 5%. А целевой уровень инфляции Национального банка страны, который занимается сохранением стабильности уровня внутренних цен, остается в пределах 6%. Между тем, граждане жалуются, что цены за последние годы выросли намного больше, чем зарплаты и иные доходы, из-за чего им приходилось сокращать свои расходы настолько, насколько это возможно. Кому-то пришлось отказаться от покупки товаров второстепенной важности, кто-то вынужден сократить свой рацион, другие экономят на чем-то ином. При этом дорожают не только импортируемые товары и продукты, стоимость которых определяется ценообразованием в странах-экспортерах, достаточно заметно растут также цены на местную продукцию. А это в основном различная сельхозпродукция, часть которой относится к продукции первой необходимости. Собеседники, особенно те, кто сидит на одной зарплате, утверждают, что получаемые ими деньги за последние 2 года из-за высокого роста цен сильно обесценились. Это при том, что зарплаты бюджетников, пенсии и стипендии повысились в нынешнем году в достаточно заметном размере. Так, с 1 марта повысили зарплату сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на 25%, а других работников этих органов на 20%. С 1 июля повысили зарплату работников учреждений образования, науки, здравоохранения, социальной защиты и стипендий на 20%. Также с 1 июля повысили размер базовой пенсии на 20%. Кроме того, поручались провести индексацию страховых пенсий, повысить в размере уровня инфляции последних 2 лет, но не менее 16%. Несмотря на это, размер зарплат в Таджикистане остается самым низким даже среди стран Центральной Азии, которая является сравнительно бедным регионом на постсоветском пространстве. Более того, в Таджикистане с каждым годом увеличивается размер между высокими зарплатами, которые обычно устанавливаются в частных компаниях, и с низкими. Самую высокую в стране зарплату получают сотрудники финансового посредничества, кредитной организации, а наиболее низкую – Дехкане. Недоверие к статистике существовало всегда и везде. Отсюда и известная поговорка про 3 степени неправды. Ложь, наглая ложь и статистика. Однако говорить однозначно о лживости или справедливости тех или иных статистических данных крайне сложно, так как не существует альтернативных сведений. Для того, чтобы иметь альтернативные данные по инфляции, нужно создавать такие же подразделения, как у агентства по статистике по всей стране, и проводить регулярный мониторинг цен и тарифов. Специалисты статистического ведомства поясняют, что вечные споры вокруг изменения цен на товары и услуги связаны с тем, что существует официальная статистика и личная. Они отмечают, что в официальной статистике инфляция рассчитывается на основе стоимости огромного набора товаров и услуг, куда включается практически все, что может понадобиться потребителям. И набор этот может ежемесячно меняться. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги ЖКХ. В ней также есть мебель, техника, стройматериалы и
игрушки и даже корма для животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, они включаются в состав потребительской корзины, соответственно, оказывают определенное влияние на конечный уровень инфляции. И, конечно, сравнительно небольшой набор товаров и продукции конкретного потребителя отличается от корзины статистического ведомства, поэтому судить об инфляции в целом по изменению цен на некоторые товары нельзя. Кроме того, подчеркивают статистики, инфляция может быть разной не только в разных регионах страны, но и в одном городе и даже районе. Насколько обоснованы эти пояснения, непонятно. Звучат они достаточно неубедительно. А как вы сейчас себя ощущаете и как вы думаете, реально ли такая низкая инфляция у нас в стране? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.